80 интинцев уже трудоустроены на новый завод карбида кальция и ферросплавов. Напомним, предприятие одним из первых еще в декабре прошлого года вошло в реестр резидентов арктической зоны. Всего по плану диверсификации экономики Коми, он, напомним, разработан и реализуется по поручению главы республики Владимира Уйба, в регионе должно появиться до 6 тысяч новых рабочих мест, 828 из них в Инте и в Иркуте. Любовь Лапина о том, что уже сделано. Раньше здесь располагалась котельная, которая обогревала микрорайон Южный. В 2018-м ее закрыли, и вот новый виток развития. Сегодня в этом здании активно идут ремонтные и строительные работы, обустраивают подсобные помещения. Цеха готовят под установку нового производственного оборудования для завода по производству карбида, кальция и ферросплавов. Прежде чем монтировать оборудование, нужно закончить работу, связанную с наведением чистоты в помещении. Металлические конструкции, которые находятся под потолком, они все загрязнены сажей, копотью, их нужно очистить, чтобы уже монтировать оборудование в чистом цеху. Нам на приведение порядка нужно где-то еще пару месяцев. Но пока на всех этажах кипит работа. Оборудование прежней котельной демонтировано, подготовлены площадки для монтажа печей, приведены в порядок зоны, где сотрудники могут переодеться, привести себя в порядок или пообедать. Подготовлено и технологическое оборудование. Это печи, трансформаторы и транспортеры. Часть, к слову, уже завезена, остальное готовится к отправке. Это корпус печи. Он состоит вот из таких полукруглых вещей, сделано специально, чтобы можно было в контейнер ставить. Это вот одни секции, другие, вон третьи, вон верхний свод печи. Вот это сама основная часть. Вон самая дорогостоящая часть – это печной трансформатор, который один стоит 19 миллионов. Планируется, что первые 3 года завод будет выпускать по 9 тысяч тонн карбида кальция в год, а в дальнейшем нарастит мощности до 35 тонн. Потребителями продукции станут ацетиленовые станции и металлургические предприятия. Сырьем для нашей продукции является уголь и известняк. Ну и если электроэнергию можно назвать сырьем, то тоже электроэнергия – сырье. Это все инертные и безопасные продукты. И карбид кальция производится методом сплавления угля и известняка. Трудятся на заводе только местные специалисты. Интинцы трудоустраиваются на предприятии в приоритетном порядке. Позже, когда начнется непосредственное производство, будет произведен дополнительный набор сотрудников. Предполагается, что Интинский завод карбидов и ферросплавов станет одним из крупнейших профильных промышленных предприятий. А его продукция будет востребована как в строительной отрасли, так и нефтехимической и металлургической. Объем сделан колоссальный. Мы видим, что работа идет, уже сделан постамент под первую печь, и я думаю, что в скором времени печь уже установят. Оборудование уже часть пришла, часть еще придет. Мэр НТ Владимир Киселев отмечает, директор завода приезжает в Приполярье каждые 2 недели. Власти города со своей стороны всячески поддерживают проект. При необходимости подключают республику, ведь завод для региона особо значим. При полной реализации проекта, с учетом запуска производства ферросплавов, количество рабочих мест с 80 вырастет до 300. Любовь Лапина, Наталья Думих, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Инта.